В этом видеоуроке мы рассмотрим, как подать заявку на портале Госзак. Для этого переходим на портал. Я вам покажу на примере любой заявки. Опубликован прием ценовых предложений. Найти. Так, бензин для двигателей с силовым зажиганием. Вот. Для того, чтобы участвовать в заявке, вам нужно проверить признаки. Если здесь стоит без учета НДС, вы можете участвовать. Если еще что-то написано там для инвалидов и так далее, вы не можете участвовать. Лоты, изъятие из национального режима. Если здесь стоит да, вы не можете участвовать. Если нет, то можете. Документация. Если здесь не спрашивают никакого разрешения, лицензии и так далее, вы тоже можете участвовать. После чего вы все проверили, доступные действия, создать заявку. Юридический адрес. Эти все данные у вас уже есть, так как вы зарегистрированы на портале. Переходим далее. Добавление лотов для участия в закупе. Здесь мы ставим галочку «Добавить выбранный», после чего у нас появляется «Далее». Обозначение статуса. Здесь обязательность, то есть какие вы можете обязательно ставить, какие не нужно. Первые две у нас стоят обязательно. Переходим по первой. Нажимаем «Добавить». Выберите тип добавляемого документа. Всегда выбираем деньги с электронного кошелька. Сохранить. Все, мы сохранили. Переходим назад. Вернуться в заявку. Вот, видите, стоит зеленая галочка. Все прошло успешно. Описание товара. Вот. Добавить. Наименование товара, завод-изготовитель ставим без разницы любую букву. Вот, страна происхождения мы ставим либо Россия, либо Китай. Потому что если вы поставите Казахстан, с вас будут спрашивать сертификат, происхождение и так далее. Я поставлю Россия. Сохранить. Данные успешно сохранены. Вернуться в заявку. Все, две галочки есть, это обязательно. Можем переходить далее. После чего заполнение ценового предложения. Допустим, вот утвержденная цена за единицу 162 тенге нам предлагают. К примеру, я ставлю 158 тенге. За единицу я поставил. Вот здесь общая сумма поставщика. Все, мы установили цену. Подписание цены. Подписание мы всегда проводим ЭЦП ключом вторым, РСА называется. Здесь на портале он отображается как голубым. Вводим пароль. Ввели пароль, ваше ценовое предложение успешно принято. Далее. После чего, внимание, уведомляем вас о том, что соответствует установленным требованиям поставщику. В общем, вы это увидите, этого не пугайтесь. Опускаемся чуть ниже. Здесь нужно просто поставить две галочки. Подтверждаю, я ознакомлен. Подать заявку. Вы согласны с указанной суммой? Да, мы согласны с указанной суммой. Вот, все, это все пропало. К списку заявок. Ваша заявка подана. Если вас не устраивает цена или вы передумали, здесь есть действие. Две стрелочки, нажимаем сюда. Вы действительно хотите отозвать заявку? Да, мы хотим отозвать заявку. После чего, допустим, вы хотите поменять цену. Отозвано. Ваша заявка отозвана. Переходим назад. Допустим, цена. Ну, я хочу цену, допустим, 157 тенге. Вот, подписание цены. Опять же, подписываем цену. Вводим пароль. Все, проходим далее. Ставим галочки «Подтверждаю, я ознакомлен», «Подать заявку». Все, ваша заявка подана.